На прогулку за наукой сегодня пойдем. Внимание, смекалку с собой возьмем. Я приветствую всех вас, дорогие мои ребята. Я очень рада всех вас видеть. А что мы с вами проходили на прошлом уроке? Давайте вспомним. Мы узнали, какое мыло бывает. Туалетное, жидкое, детское, хозяйственное. А теперь, ребята, угадайте еще одну загадку. Кто я? Мылу я родня, разноцветный, яркий. Любят выпускать меня ребятишки в парке. Догадались? Конечно же, это мыльный пузырь. А вы, ребята, делали дома мыльные пузыри? Молодцы! Ребята, сегодня у нас будет необычное, интересное занятие. Ой, а что же это такое, ребята? Вы слышите? А кто бы это мог быть? Конечно же, это мяукает кошка или котенок. Ну-ка я посмотрю. Ой, ребята, к нам пришел котенок. Маленький, пушистый котенок. Как вы думаете, как он сюда попал? Он же совсем маленький. Может быть, он прибежал с улицы? Или убежал от мамы? Конечно, он потерялся. А как вы думаете, как должны вести себя дети, чтобы не потеряться? Молодцы! Чтобы не потеряться, дети не должны гулять одни, без взрослых, на улице большого города или многолюдной толпе. Обязательно держитесь за руки. Это будет мама или папа, или ваш друг, взрослый, с которым вы идете куда-либо. Если же вы все-таки потерялись, постарайтесь успокоиться, оглядеться по сторонам. Может, ваши родители рядом и тоже ищут вас? А как вы думаете, к кому же можно обратиться за помощью, если вдруг случилась такая беда? Конечно, обратиться нужно к взрослым. И если вы встретите знакомого, то значит вам очень повезло. А если нет, то постарайтесь среди незнакомых людей найти человека. Обязательно человека в форме. Это может быть охранник или милиционер, женщина с ребенком, гуляющий мужчина с ребенком или даже продавец магазина или аптеки. Ребята, они точно знают, что нужно делать. Ребята, теперь вы знаете, что делать, если вы потерялись. А что же нам делать с котенком? Ведь он же тоже потерялся. Нам нужно найти его маму. Давайте вместе поищем. Как мы будем звать кошку? Она где-то рядом и обязательно услышит, если мы ее сейчас позовем. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Я слышу, как она зовет своего ребенка, то есть своего котенка. Давайте котенка отпустим к маме. Она очень переживает и сильно скучает. Давай, котеночек, беги к своей маме и больше так не делай. А теперь, ребята, встаем и повторяем все за мной. Я однажды потерялся.
только быстро догадался. Посмотрел туда, сюда. Нету мамы, вот беда. Побежал направо я. Мама, не нашлась моя. Побежал налево я. Мама, не нашлась моя. Повернулся я вокруг. Может быть, увижу вдруг? Нету, я решил стоять и на месте маму ждать. Получилось? Молодцы! Отдохнули? Ой, ребята, а я хочу вам рассказать еще одного сказочного героя, который убежал из дома. Ну-ка, послушайте загадку, и вы сразу его узнаете. Только дослушайте до конца. Не лежалась на окошке, покатился по дорожке. Догадались, кто это? Конечно же, ребята, это наш Колобок. А что же случилось с Колобком? Помните? Жили-были дедушка да бабушка. Испекли они колобок. Полежал Колобок на оконце, подрумянился, прыг, да покатился. Катится себе Колобок, катится, а навстречу ему кто? Конечно же, заяц. И что ему заяц-то сказал? Колобок, Колобок, я тебя съем. А Колобок что ответил? Не ешь меня, я тебе песенку спою. И как запел: я Колобок, Колобок, у меня румяный бок, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя я и подавно убегу. И покатился Колобок дальше. Катится Колобок, катится, катится Колобок, катится, а навстречу ему кто? Вы догадались? Молодцы! И что же ему сказали? А то, что Колобок, Колобок, я тебя съем. А он что ответил? Не ешь меня, я тебе песенку спою. Катится Колобок, катится, а навстречу ему медведь. И говорит таким голосом: Колобок, Колобок, я тебя съем. А Колобок ему что ответил? Не ешь меня, я тебе песенку спою. И как запел: я Колобок, Колобок, у меня румяный бок, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя, медведь, я подавно убегу. Покатился себе Колобок дальше. Катится Колобок, катится, катится Колобок, катится, а навстречу лисичка-сестричка хитрая и говорит: Колобок, Колобок, я тебя съем. А ребята, что ответил Колобок? Не ешь меня, я от зайчика ушел, я от волка ушел, от медведя ушел, и от тебя, лиса, я убегу. А лиса говорит: что? Не слышу я тебя. Сядь ко мне на носик, да спой еще раз. Ну что, ребята, вы догадались, что случилось с ним дальше? Почему Колобок попал в беду? Конечно же, он ушел из дома без спроса и разговаривал с незнакомыми. А разве так делать можно? Нельзя. Случилась бы такая история, если бы Колобок гулял с бабушкой или дедушкой? Конечно же, никогда. Сейчас, ребята,
мы с вами сделаем записку, чтобы никогда не потеряться. Возьмем чистый лист бумаги, напишем печатными буквами И, Мя. Здесь вы напишите свое имя. Я думаю, что вы уже знаете, как вас зовут и как пишутся ваши имена. А здесь мы напишем тел. Что значит тел? Это телефон, номер ваших родителей. Ребята, чтобы с вами не случилась такая история, как с Колобком и с котенком, держите, пожалуйста, эту записку при себе. А что еще нужно знать? Нужно знать, что нельзя гулять одним без взрослых, уходить далеко от дома, нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми. Нужно обращаться за помощью к человеку в форме. Это может быть охранник или милиционер. К женщине или мужчине, гуляющими с детьми. Продавцу магазина. Теперь вы знаете, ребята, как вести себя, если вы потерялись. И что делать, чтобы не потеряться. Ребята, к следующему занятию постарайтесь выучить свой домашний адрес и телефон родителей. Молодцы, вы все справились. Я надеюсь, что правила поведения на улице усвоили на отлично. И теперь можете предостеречь себя от неприятностей. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч!